ты смотришь, что там делали раньше, и когда язык был совершенно другим, да, он звучал все равно по-татарски, но язык был на арабице, это как бы колоссальное вообще различие. Ты хочешь повторить, например, какую-то композицию, но ты не можешь, потому что буквы совершенно другой высоты на латинице, на кириллице, совершенно по-другому. Бархазгада салям. Это подкаст Into the Tatarverse. Подкаст про татар, татарскую жизнь и культуру во всех ее плоскостях и проявлениях. Меня зовут Халиль Ахмедзянов, а сегодня я говорю с Камилой Валиуллиной-Вайс, графическим дизайнером и активисткой. Камила, салям. Салям. Ничек халлярсинен. Халярам яхша синунчик. Миним даябят рахмет. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Как ты себя позиционируешь и с профессиональной точки зрения, и с точки зрения национальной? Хорошо. Меня зовут Камила. Всем привет, всем исамсис. Я графический дизайнер и иллюстратор. Я занимаюсь этим очень уже давно. Зарабатываю, слава богу. Вот. Это скорее с профессиональной точки зрения. Ну, наверное, еще сюда входят какие-то там арт-вещи. Я рисую просто на досуге как художница. Вот, продавала свои работы, когда жила в Казани. Последний год, к сожалению, я там не живу. Путешествую по миру. Вот, а с точки зрения национальной, моя история такая, что я родилась в Казани, в татарской семье, такой достаточно простой, где нет отца, где есть только мама, бабушка, дедушка, аби-бабай, да, опять же. Вот, и самый главный мужчина в семье — это бабай, который все решает. И я говорила на татарском, когда родилась, собственно, меня учили только татарскому языку, и русский я уже выучила в момент, когда пошла в детский сад, типа в 4 года, наверное. Стала лучше говорить на русском, и, к сожалению, сейчас на русском я лучше говорю и лучше думаю, чем на татарском. На татарский всегда нужно время, чтобы переключиться. Я говорю, что я татарка, когда из-за границы, например, я сейчас много езжу, и до этого тоже мне всегда было важно, что типа «Всем привет, откуда ты?» Там тебя спрашивают. Я всегда говорю, что я из Татарстана. Кто-то знает, а кто-то спрашивает, типа, что... А ты помнишь, как и почему у тебя татарский вытеснился русским? Думаю, что первой причиной было то, что моя мама вышла замуж за татарина, кстати, но он не говорит по-татарски. То есть его родители говорят на татарском, но он сам никогда не говорил на татарском. Очень плохо его знал, тоже не помнил. Я думаю, что как-то вытеснилось в течение жизни. И, кстати, его родители тоже с ним говорили в основном на русском, хотя между собой на татарском. И поэтому он мог сказать только «Рахмет», и «Сэмсэ», «Соболос», и «Шекляр я была», и дразнил просто татарские слова. Вот. И мы стали говорить мы приехали, собственно, к нему и стали разговаривать в основном на русском. Это был такой язык коммуникации внутри семьи. Ну, я, кстати, пошла в татарскую школу, в татарский детский сад. Я ходила, вот, поэтому татарский меня, на самом деле, окружал в начале, но, опять же, доступность вообще всякой информации, больше перевод книг, зарубежной литературы. Ты все это читаешь на русском, все употребляешь на русском. 1 год я училась на татарском, у меня были все предметы, даже ОБЖ. Это было очень тяжело, но это не имело смысла, потому что ЕГЭ ты сдаешь на русском. Абсолютно. Как бы это вообще не имеет никакого смысла. ЕГЭ, все предметы ты сдаешь на русском. Вот. Но я сдавала, кстати, я из тех людей, которые сдавал ГИА татарского языка. Я не помню свою оценку, но я уверена, что я хорошо его сдала, так как меня пустили в 10 класс. И в 11 я сдавала выпускной экзамен по татарскому языку. Это когда ты пишешь сочинение, потом, по-моему, теста там нет, там сочинение, диктант, изложение, что-то такое. Но это было как бы очень легко, потому что все равно я была олимпиадницей по татарской литературе в старшей школе. Это было очень легко, потому что очень мало людей идет на татарскую олимпиаду, и у тебя нет соперников, поэтому ты занимаешь первые места среди там 20 человек. А у тебя, кстати, как ты тоже же говоришь только на русском в основном? Да, я говорю в основном на русском, но я также, так как я родился в Казани, научился говорить, собственно, на татарском. И, наверное, мои первые мысли, первая коммуникация с миром
посредством языка была на татарском языке. И в семье мы на тот момент тоже говорили преимущественно на татарском. И поскольку мы жили довольно рядом с бабушками, дедушками из Казани, из Янаула, это город на севере Башкортостана. Соответственно, это был такой татароязычный мир, в котором я, собственно, и рос. Я тоже начал ходить в татарский детский сад, я помню. Правда, ничего не помню про этот детский сад, но помню, что он был татарский. И потом в Уфе, по-моему, я тоже преимущественно говорил на татарском, когда мне было 2 или 3 года. Мы переехали в Уфу, прожили там 1 год. Я там тоже ходил в детский сад, и у меня не было вообще никаких проблем с тем, чтобы говорить на татарском. А потом в 4 года мы переехали в Москву. И мне страшно повезло, что директор детского садика в Москве была татаркой. Потому что иначе я бы очень тяжело входил в вот эту среду, где, естественно, там, в 4 года ты очень быстро учишь язык, ты там играешь с детьми и так далее. Вот, но вот это такой, благодаря ей, она там просто иногда приходила, понятно, что она не была моей воспитательницей, не проводила все время со мной, но как-то она там помогала мне интегрироваться, в общем, и на самом деле ей большое за это спасибо. Постепенно, ровно по тем же причинам, татарский вытеснился русским просто в силу ненадобности его в повседневной жизни, постоянной, там, помимо семьи. Вот. Это опять же к разговору, как сейчас говорят очень многие, что татарский учится в семье. Нет, татарский учится и используется, когда он используется везде, как любой язык, мне кажется. И ты должен в среде находиться постоянно, чтобы поддерживать язык. Согласна. Расскажи про свой путь как дизайнера. Почему ты решила стать дизайнером? И опять же, как твоя татарская культура проникала в твой дизайн? Насколько большой запрос был у твоих клиентов, например, на татарский дизайн и в твоих личных там арт-проектах? Насколько татарскость тебе помогала, внедрялась в то, что ты делаешь? Вообще, я бы тут сказала, что я архитектор. Я училась 5 лет на архитектуре в Казани, и это прям, конечно, был очень классный этап в моей жизни, очень сложный, потому что на архифаке очень тяжело учиться. Все сравнивают медицинский факультет с архифаком. Да, не буду уходить слишком сильно в воспоминания, но я думаю, что на самом деле это повлияло на какой-то вообще дизайн, выбор, может быть. Не знаю, хотелось, угодить родителям, хотелось угодить себе, чтобы это же связано было как-то с рисованием, одновременно с мышлением каким-то. Вот. Я не скажу, что креативным, потому что архитектура — это не всегда креативное мышление, это часто что-то такое банальное. Вот. Но да, я пошла учиться, потому что у нас не учили на дизайнера в Казани, и мне не хотелось уезжать, как очень многим. Я часто вижу, что мои там одногодки уезжали в Москву. Мне такой путь был не виден для себя. Мне хотелось ехать либо в Европу учиться, либо в Казани остаться. Но на Европу денег не было, поэтому я осталась жить в Казани и училась на архифаке. И только уже потом я поняла, что в целом образование не обязательно, вот это все, и что я могла становиться дизайнером, также практикуясь как-то, но учиться графическим средствам на архифаке и переносить этот какой-то опыт в дизайн показалось мне очень классной идеей. Опять же, все началось с того, что кто-то заказал у меня постер, кто-то там открытку. Я работала, кстати, в циферблате. Если нас будет слушать кто-то из Казани, кто там прям живет, не знаю, или жил до этого очень долго, я не знаю, был ли ты в казанском циферблате, в общем, я работала там управляющей, и я поняла, что у нас совершенно отсутствует какой-то визуальный язык, у нас нет афиш нормальных, у нас были афиши, но хотелось красиво, чтобы они выглядели, а не винегрет на такой, знаешь, бумаге дурацкой, когда тебе раздают из пиццерии какой-нибудь подземный. Вот. И, это стало моим первым каким-то проектом, мне кажется, личным таким.
Сначала я начинала там его одна, просто начала общаться с друзьями на работе, и мы его делали. Потом у меня уже была команда из дизайнера, верстальщика, иллюстратора, и я придумывала, как это будет выглядеть, выбирала все. И это показалось мне очень интересным. И еще стали приходить заказчики, и появились деньги. Я подумала, вау, это же что-то очень простое, что я могу создать. Тебе не нужно учиться на архитектуру заканчивать, получать вот это вот, господи, корочку, короче. Степень, корочку. Да. Тебе не нужно получать корочку, чтобы потом еще подслуживаться у какого-нибудь архитектора 10 лет и только потом что-то свое делать. Мне почему-то хотелось быть самостоятельным творцом. Вот. И как-то постепенно я пошла работать сначала в студию, стажировалась, там, не знаю, удаленно какие-то проекты находила. Со студией не получилось, кстати, но студия делала очень много госзаказов. Я не помню ее название. Она сидит в Татарской Слободе. И там прям такой, знаешь, домик вот этот деревянный, лестница, на которая холодная лестница не внутри дома, а вот бывает еще холодная лестница в татарских домах, как бы снаружи, сбоку. И все время я не подскальзывалась, потому что дизайнеры сидели на втором этаже, и я ходила вниз к арт-директору, потому что он курил очень часто. Ходила спрашивать что-то или спрашивать там у менеджеров, типа, что мне делать, там, я стажер, мне вот нужно что-то делать, давайте мне работу. И я, короче, постоянно на этой лестнице подскальзывалась. Вот, было очень забавно. Думаю, как в древности раньше, ну, не в древности, но там, век назад, как люди по этой лестнице зимой ходили. Постепенно, набираясь практики, чувствую как-то, что мне нравится, что нет в дизайне. Я перебирала заказы, перебирала работу. Если мне, кстати, не нравилось, я уходила, поэтому в моем портфолио много каких-то коротких работ тоже. И постепенно потом, последние 1,5 года я, например, вообще очень мало работала с Россией. Я работала в стартапе, вот, и работала только на английском языке. И, кстати, культура, вот, отвечая на твой вопрос вообще про татарскую культуру, я поняла, насколько мне мой опыт из того, что я знаю русский, например, я знаю татарский, я знаю много про культуру как бы славянскую, много знаю про культуру исламскую, а все равно это в семье идет. Там, например, у меня семья достаточно верующая, там бабушка и мама, они обе читают намаз, обе молятся 5 раз в день, и я как бы все это знаю, я сама даже училась. Как мама говорит, я обязана тебя научить, типа, иначе меня Аллах накажет, что такое. Я, если честно, не помню, но примерно как-то так звучит в Коране, что ты должен детей своих учить. Вот, и я занималась очень много локализацией последний год, и там 1,5, и мне очень пригождалось знание, потому что я работала на рынке Middle East, и как-то привносила вот этот вот, я даже не скажу, что это татарско-исламский какой-то вайб-опыт свой. То есть я знала, что, например, когда ты создаешь какую-то графическую коммуникацию, там, например, на маркет выводишь, на рынок выводишь какие-то дизайны, то ты должен обязательно учитывать местный колорит. И да, для всего там можно создать гайды, объяснить, но я стала таким основным дизом в нашей команде, который потом перешел на эти проекты. И в этом я находила в том числе связь с Казанью, с каким-то своим родным домом, потому что я не живу год дома, езжу, и для меня прям это оказалось очень важным. И вот постепенно уже я стала понимать, что есть люди, которые прям творят и, может быть, создают какие-то иллюстрации именно на тему какой-то татарскости, какого-то поиска. И я тут скажу про очень классную иллюстратора. Ее зовут Мария Краснова-Шабаева, если я не ошибаюсь. В общем, у нее есть серия классных иллюстраций, я тебе могу потом скинуть ссылку, где она ищет себя и пытается понять, кто она такая, особенно с того момента, как началась война, как Россия вторглась в Украину. Она делает такие наброски, обязательно посмотрите, на тему того, кто она такая. И там у нее есть очень классная иллюстрация с пирогом
где пирог поделен на несколько частей, по-моему, там орнаменты нарисованы, и что она там, на такую-то часть башкирка, по-моему, на такую-то часть татарка, и на такую-то часть русская. Вот. И как-то она в интервью тоже упоминала, что она рисовала иллюстрации для Казани, по-моему, ни разу там не была в сознательном возрасте, но заказчик заказал у нее иллюстрации именно на тему Казани. Вот. И тут я расскажу про свой опыт, например, Mail.ru. Это был очевидно, знаешь, такой, вот я вижу в среде дизайна, например, почему был такой проект, я сейчас не вспомню название, но это были шрифты для России. В общем, старались создать шрифты. Ну, ты знаешь, что, господи, в каком году? В 99-м, может быть, еще раньше. В общем, заставили все языки кириллизироваться официально. То есть, если ты официально не кириллизируешь свой язык, ты как бы идешь в одно место, и твой язык просто перестает быть признанным на территории так называемой Российской Федерации, да? Вот. И я не помню, но какой-то один язык, кстати, сказал, что мы не будем, типа, кириллизироваться, идите нафиг. И он не входит в список. Надо проверить, очень интересно, что это за язык. И вот я участвовала в похожем госзаказе. И, кстати, шрифты получились классные. По-моему, это делал кто-то из Яндекса. Да, по-моему, кто-то из Яндекса. Шрифты получились классные, удобные, что их можно использовать, потому что я, например, часто использую какие-то шрифты в татарском. Например, я верстала книжки татарском. И в целом они есть, но иногда каких-то акцентных там, например, не хватает. Или ты там раньше не учитывали, или какие-то ты старые наборы ищешь. Очень часто попадаются шрифты, ты думаешь, есть типа татарские буквы, но потом там, например, не оказывается одной, я не помню, К, по-моему, с хвостиком, или Ж, потому что это казахская, оказывается, клавиатура. И она поддерживает казахский, а не татарский. Вот. Я участвовала в проекте Mail.ru. Они очень хорошо платили, и суть заключалась в том, что тебе нужно было рисовать иллюстрацию про Казань. Это было посвящено Дню России. И чтобы показать, что у нас очень много классных иллюстраторов, не только в Москве, но и в других как бы регионах. Там был open call. Я подалась, и я рисовала иллюстрации про Казань. Там на фоне была библиотека, все вот наши такие знаковые, какие-то новые постройки, старые тоже. И люди, как бы, которые взаимодействуют. Вот. И было 0 правок. Было очень много некачественных работ, которые я не буду конкретизировать, потому что, опять же, это дело вкуса, я думаю. Вот. Которые было видно, что просто нужно было, чтобы они для галочки были нарисованы именно художником из какой-то национальной республики. Чтобы, опять же, показать, что вот мы как бы united, мы все, Россия, вперед! Это шутка, если что. Вот, чтобы меня кто-то не понял превратно. Да, это, наверное, вот такие проекты меня бесят. Еще, если говорить про моду и запрос, вот ты спрашивал про запрос на татарский дизайн. Опять же, можно подумать вообще, что такое татарский дизайн. Запросы, я не скажу, что прям было типа вот Камила, привет, нам нужно там татарское лого. Был такой проект с Национальной библиотекой, когда нужно было найти что-то, отражающее культуру Татарстана, вот это вот мое любимое, в кавычках, слово, мультинациональной республики, мультикультурализма. Мы это начинали делать. Я работала в парках татар. Я думаю, что кто из Татарстана тоже знает, что это за организация. Делала очень много классных проектов парков Татарстана, Казани. Но там не без своих приколов тоже. Нужно было создать именно что-то на эту тему. И пригласили сначала нас из парков татар, пригласили дизайнера из НД, и потом отменили и позвали ребят из Москвы, которые русские. Вот. Остались эти 2 дизайнера, которые из Москвы. Они очень крутые. Они реально очень крутые, но проект для библиотеки в итоге так и не завершился. Там остался вот этот логотип Китабхане. Получается, там написано кириллицей «Китаб» на татарском, и внизу вот этот хвостик, по-моему, это с арабицы взято. Еще у меня был проект с
версткой татарских книг. Это были просто книги для изучения татарского языка, когда уже татарский стал факультативом. И это была одна из моих первых практик. Я училась верстать, и именно пригодилось знание татарского языка. То есть я пришла такая, вот мое портфолио, вот я такая классная. Мне было 22 года, наверное, 21, и я такая, вот, я еще знаю татарский, поэтому у вас не будет никаких проблем, давайте верстать. Вот. Это тоже было интересно, но, опять же, не скажу, что было много прям запросов, создай нам татарский конкретный дизайн. Угу. Если у слушателей у кого-то есть такой запрос, пишите, будем работать. Вообще, если порефлексировать на тему того, что такое татарский дизайн, то давай немножечко, может быть, отмотаем на век назад, когда, собственно, даже еще раньше, на конец 19 века, когда формулировалось понятие татарской нации, и тогда, как я понимаю, татары, в принципе, себя осмысляли как часть большого мусульманского и тюркского мира. Как ты думаешь, из чего люди тогда же тоже начали издавать книги на татарском, при этом на еще арабской письменности? Как ты думаешь, из чего складывалось это? Это же такая, наверное, у них была очень большая задача, сформулировать, в том числе визуально, что есть татары, кто это вообще. Как ты думаешь, из чего складывались эти мозаика это из чего складывалась? Экскурса глубокого не будет, к сожалению, потому что я, опять же, не изучала сильно конкретно визуальные, какие-то способы. Их достаточно, на самом деле, мало. Я не думаю, что преподают отдельно какую-то визуальную историю Татарстана. Например, у нас появилось, на архифаке графический дизайн, такое направление 4 года назад. Я помню, например, книги Шигабуддина Марджани, где какие-то старые татарские слова использованы, и ты, когда читаешь, например, когда ты читаешь на украинском что-то, в целом ты понимаешь, как эти слова связаны, то есть какая-то корневая система, как они строятся, это все. Не знаю, почему я сравниваю с украинским. Простите, пожалуйста, мне за это очень странно звучит, особенно в современном контексте. В общем, когда ты читаешь на русском тоже старые книги, ты как-то понимаешь эту словесность все равно, потому что ты знаешь язык хорошо. Касаемо визуального, для меня конкретно это какие-то книги, знаешь, с таким золотым а-ля тиснением, может быть, с арабицей, опять же, потому что татарский использовался раньше на арабице. Потом я вспоминаю, знаешь, эти дурацкие постеры. Я даже постараюсь найти, скину тебе один. И там, в общем, это советский постер, знаешь, этих рабочие, когда их зовут работать, мотивируют как-то. Например, в Вьетнаме они до сих пор висят. Угу. Коммунизм, все дела. И там на плакате изображены 2 девушки. Одна татарка, другая, и там, она прям изображена в более таком татарском костюме, у нее более узкие глаза, если я не ошибаюсь. И там написано что-то типа «Не отставай, вместе со всеми, иди работай». Что татары тоже идут вместе. И прикол в том, что там внизу даже на арабице что-то написано, что еще тогда использовалось это, может быть, так, не запрещалось. Для меня еще визуальная культура по каким-то воспоминаниям — это, опять же, по ресерчам. В прошлом году я работала немного приглашенным дизайнером в театре Тинчурина, и мы искали какие-то старые постеры в архивах. Это достаточно очень хорошая графика, отличная композиция, немного цветов, так как было, например, тяжело, наверное, повторять, как-то копировать от, не знаю, шелкух, и когда их делали разными цветами. Я думаю, что, может быть, в средствах экономии отчасти, может быть, в затрудненности печати было не так много цветов. И это, как правило, какие-то шрифтовые композиции на русском языке, на кириллице, извините, на кириллице, приглашающей на татарском языке во столько-то там состоится постановка. Это
графические, опять же, постеры театра Камала. Моя семья очень любила ходить в Камала просто вообще весь сезон безвылазно. Мы там все сидели из-за Абики. Вот, это тоже какие-то буклетики, которые тебе дают, ты маленький, бежишь со всеми на третий звонок и держишь в руках этот буклетик, который еще отдельно нужно покупать. Я думаю, что если говорить про отличия, то я не скажу, что сейчас, наверное, он сильно, как-то татарский стиль, мне кажется, что он достаточно сильно не отличается. Опять же, для меня дизайн, он не делим, если мы говорим про графический, да, он не делим от шрифта, которого ты используешь, от языка, и татарский сейчас на кириллице, поэтому он выглядит как будто бы совсем похожим на русский, как будто бы он совсем неделим. Опять же, я не хочу говорить русский, я скажу российский дизайн, потому что мы не можем говорить в России сугубо про русский дизайн, и мне бесит, когда так делают. К сожалению или к счастью, мы все как будто бы сейчас, находясь в одном инфополе, слушая одни и те же подкасты, создавая и потребляя один и тот же контекст, я думаю, что он сейчас неделим. Если как бы копать туда, вот возвращаясь к твоему вопросу, я думаю, что все-таки он был достаточно сильно отличаемым, он достаточно сильно отличался именно вот в то время, когда ты говоришь. Да, если суммировать, то мне пришла такая мысль, что поскольку письменность была арабская, то, соответственно, и дизайн, ну, не только, конечно, письменность влияла на это, и в целом большая обособленность мусульман татарской культуры в Российской империи, наверное, влияла на то, что и развивалась она немножко по-своему. Но когда Советский Союз заставил всех перейти на кириллицу, то, соответственно, и какую-то визуальную идентичность татарская культура начала терять. Да. Ты очень классно сказал. Я как-то в свои мысли как-то закопалась с личной рефлексией. Например, ты открываешь какую-то книгу, она на татарском, там какая-то история, и в некоторых книгах не так много иллюстраций. И, например, это историческая книга, рассказывающая про Казань, допустим, или про какую-то историю татар, просто сказку. И, опять же, там изображение есть, например, какая-то гравюра. Там изображение, например, татарина в таком более восточном костюме, более, может быть, ну вот с нашей там жилеткой, там, в тюбетейке, с бородой, с такими рукавами пышными. То есть это все, как бы, да, изобразительные средства, они одинаковые были, я думаю, ну, плюс-минус, когда ты изучаешь историю. Изобразительные средства, они шли, как-то развивались более-менее там, в Европе, в России как-то в одном темпе. Но изображение было, потому что люди одевались по-другому, например. Опять же, окружала, да, арабица, и поэтому это настолько сильно визуально отличалось, что я думаю, что именно тогда мы можем говорить, что вот существовал какой-то татарский, потому что в этом было что-то наше, было что-то вот, пока там не запретили язык, чтобы легче русские его могли там россияне изучать, он не стал латинизирован, это все намного сильнее отличалось, и из-за этого верстка отличается, то есть это все от каких-то базовых вещей идет, опять же. Вот. И когда у тебя арабица, это очень сильно отличается визуально, потому что ты по-другому как бы верстаешь целый макет, это у тебя справа налево читается. А если говорить про современность, то из чего сегодня складывается вот этот визуальный код? Потому что как будто бы до сих пор, я вот там вспоминая книжки относительно недавно отпечатанные, там в 90-е, в начале 2000-х, например, Шуреле какой-нибудь, там также Шуреле был написан со стилизацией под арабскую письменность, плюс иллюстрации были тоже такие, как бы, как я вспоминаю, это была средняя такая в детской литературе иллюстрация, ну, то есть какие-то такие мультяшные персонажи, но при этом реалистичные, и просто с какими-то там тюбетейка-жилетка забыл, как зовут героя, который обманул Шуреле.
В общем, вот у этого героя... Тоже не помнишь, да? В общем, у этого героя, да, есть какие-то национальные черты. Ремарка. Поэма Шурале прекрасно проиллюстрирована татарскими художниками Бакиур Манше и Файзрахманом Аминовым. Обязательно посмотрите. Из дизайна, который я вижу, там, приезжая в Казань, это в основном действительно какая-то архитектура и тоже стилизация под арабицу. Угу. Наверное, еще орнамент, да? Очень важная часть. Да, я думаю, что когда, как обыватель, да, если там ты задашь такой вопрос просто человеку, я думаю, что первое, что приходит нам в голову, это всегда орнамент. Не всегда его там удачно, да, как-то локализуют. Возможно, и над ним слишком сильно извращаются, позвольте мне такой эпитет. Вот. И орнамент засунули уже куда только возможно. Вот правда. Но на самом деле отчасти это оправдано, потому что мы с тобой вчера говорили, что ислам все равно влияет на воспроизведение визуальных вещей, так как ты не можешь изображать людей, то у тебя остается это изображать природу, это изображать орнамент, это изображать даже животных нельзя изображать. Насколько я помню, ты не можешь изображать живых существ, потому что, я не помню. В общем, моя бабушка бы тут точно пригодилась. Она мне все время говорила, нельзя рисовать людей, и это было очень сложно запретить 5-летнему ребенку рисовать людей. Насчет стилизации, да, я соглашусь, что стилизация под арабицу — это очень знаковый элемент. Его тоже можно сделать и трактовать по-своему. Я думаю, что очень часто, когда ты ищешь ответ на что такое татарский дизайн, там, что такое русский и российский дизайн, что такое, не знаю, венгерский, ты всегда обращаешься к истории. То есть тебе интересно всегда посмотреть, как оригинально делали люди. Может быть, не рефлексируя так сильно, как мы сейчас. Я думаю, что это все равно свойственно какому-то такому поколенческому перелому нашему, рефлексировать очень много. Ты идешь, всегда обращаешься к каким-то образцам. Ты смотришь, что там делали раньше, и когда язык был совершенно другим, да, он звучал все равно по-татарски, но язык был на арабице, это как бы колоссальное вообще различие. Ты хочешь повторить, например, какую-то композицию, но ты не можешь, потому что буквы совершенно другой высоты. На латинице, на кириллице совершенно по-другому делается. Опять же, сори, что я как бабулька повторяю второй раз, что у тебя верстка другая. Вот. Я думаю, что это сыграло, да, большую роль. Вот из воспоминаний про татарские книги, про Шурале ты классно упомянул. У меня была книга в детстве, очень любимая, называется «Камыр Батыр». Переводится, да, я переведу для людей, что переводится как «чувак из теста». Батыр — это богатырь из теста, да-да-да. Вот тяжело некоторые слова ты просто не можешь перевести, там, как матурам, например. Тебе сложно объяснить, что такое, или там ханум. Вот. Книга была, там, я помню, было написано «Камыр Батыр». Уже на кириллице, конечно же, потому что я родилась недавно, в 96-м году. И мне очень нравились иллюстрации, потому что я помню, что я очень любила Сабантуй, я до сих пор его люблю. Сабантуй — это праздник плуга, который отмечается в начале лета. И, как правило, люди наряжаются. Вообще, я думаю, что дай повод, мы будем всегда вообще наряжаться в свои национальные костюмы. Очень скучаю, очень хочу сюда себе в путешествие что-нибудь, чтобы мне прислали из национального, чтобы я в тюбетейке ходила иногда, не знаю. Вот. И мне очень нравится Сабантуй, вот эти игры коряж, и что вообще мужчины не только надевают жилеточку, не только надевают тюбетейку, они еще подвязывают себе внизу вот рубашку вот этим вот пояском. И у Камыр Батыра тоже был нарисован вот этот вот поясок, как он там
путешествовать. Я, к сожалению, сейчас не вспомню, в чем заключалась мораль этой сказки, но можно тоже будет ссылку на нее куда-нибудь приложить. И мне очень нравилось. Скомпоновано было достаточно просто. Иллюстрация на полстраницы и внизу текст, рассказывающий вообще, что с Камором Батором происходит. И я помню обложку, буквы там были достаточно вытянуты и стилизованы под, собственно, арабицу. То есть они вытянуты, у них такие хвостики, которые вот свойственны арабскому языку. И это, кстати, очень сильное визуальное такое впечатление у меня в голове. Я прочитал, кстати, ту статью, которую ты мне скинула на ИНД про татарскую архитектуру, и уж поскольку ты училась на архитектора, интересно узнать, изучали ли вы татарскую архитектуру, ту, которая есть в Казани, ту, которая есть в Татарстане и, может быть, вне Татарстана, и какие у нее есть особенности. Да, я тебе скидывала статью, и, собственно, если сейчас я быстро расскажу про то, как ты учишь татарскую архитектуру на архитектурном факультете, никак, к сожалению. Так же, как историю Татарстана в школе, например, у нас был такой предмет, я училась в школе в Казани, и тебе всегда выдавали несколько книг по истории. Там, я помню, была история Древнего Рима, у тебя была, допустим, первая часть и вторая часть мировой истории, или там история России начиналась, и отдельно у тебя была такая тоненькая книженция по истории Татарстана. И тебе не преподавали, потому что не было времени. Ты должен был сам почитать. Вот. И также преподавалась татарская архитектура на архифаке. Я помню, у нас была первая практика, где нам просто рандомно выдали список зданий православных, собственно, всех вот этих вот церквей, я забыла слово, там, где молятся православные. Потом список... Православные здания. Да, вот эти православные здания с золотыми крышами. Извините меня, пожалуйста. И потом тебе выдавали список мечетей, и мне попался список церквей. Но я все равно пошла по списку мечетей тоже, потому что мне было очень интересно изучить центр. Тут, кстати, я скажу, что часть моей семьи, моя мама родилась в Нижнекамске, и они сразу же переехали в Казань, где они разменяли квартиру на двухэтажный дом на Петербургской. Это была улица раньше, она называлась не Петербургская, она называлась по-другому. И я сейчас могу спутать, в общем, я все время путаю Свердлова и Сартлановая улица. Я помню, что точно одно из этих названий было раньше улица в центре города. Моей семье принадлежала половина дома, там как раньше делили дома. Я думаю, что достаточно дорого стоило такой огромный дом. Вот. Это не маленькие избушки, а вот представьте себе на улице Волкова, а это с Волкова, если спуститься, вот улица Петербургская. Собственно, моя семья жила в таком доме. К сожалению, на Петербургской это первые дома, которые попали под снос, и их признали ветхим жильем. Это еще было буквально за год до моего рождения, может быть, за 2. Им дали трошку на проспекте Победы, где просто in the middle of nowhere, как говорится. Сейчас там есть метро, но раньше там не было ничего. Там просто стояли новые дома, как Азино, которая застраивалась. Просто куча домов, и ничего вокруг нет. Вот. И я вернулась, собственно, обратно в центр, и какое-то время я даже снимала часть дома на Волково. Нашла объявление на Авито, искала однокомнатную квартиру, и это прям после ковида. И я жила в не очень хорошем районе, там вниз по улице Эсперанто, которую сейчас переименовали в Назарбаева, но я отказываюсь это признавать, в честь того самого Назарбаева. Вот. Я жила в очень неблагополучном районе, и я нашла случайное объявление, где сдается квартира, но это на самом деле часть дома на Волково. Знаешь, вот сначала стоит фасадный дом, такой красивый двухэтажный, с вырезными такими окнами, в котором жила раньше, например, там, в прошлом веке, в начале прошлого века, а в конце позапрошлого, жила татарская семья, а сзади жила прислуга, или, например, это были гостевые дома. И, собственно, вот я жила в этой маленьком таком закутке. Я проходила через первые дома, где там оригинали жила женщина, и ее
ее всей как бы семье, ее отцу, ее бабае принадлежал вот этот дом. И на этом доме, кстати, возможно, если вы будете гулять по Волково, есть вывеска, что в этом доме был Хлебников как-то в гостях. Вот. Я не уверена, насколько это достоверная информация, но такая вывеска там существует. Вот. Велимир? Да. Поэт. Да. Вот. И еще там кто-то был. В общем, посмотрите, возле этого дома всегда будет экскурсия. И, собственно, это все сохранилось. Говоря про архитектуру, вот я изучала сама, отличалась, опять же, я думаю, что очень часто, если ты как бы походишь по этому дому, что ты поймешь, вот здесь вход для женщин, например, был очень часто, то есть это обусловлено религией, что там, например, если заходят мужчины в гости, то женщина, например, не выходит. Там, или вдруг там женщины не одеты. То есть, например, если женщина работает дома, я не думаю, что она там всегда, например, работает в платке, потому что это может быть тупо неудобно. Например, моя мама ходит дома в своей одежде, если кто-то звонит звонок, она надевает платок, и она идет, бежит открывать там курьер или еще кто-то. То есть, она соблюдает это до сих пор. Я думаю, что так же было раньше, и я не думаю, то есть вот даже если почитаете эту статью, там будут от, собственно, Нияза Халитова, который и ввел, вот он рассказывает об этом в этой статье, что он ввел термин «татарская архитектура», и его не существовало раньше. И есть такой очень классный профессор Айдаров на архифаке, который, собственно, преподавал у Халитова тоже. И он говорил, что татарская архитектура не существует, потому что она все слезала у русской архитектуры, просто навесив типа свои орнаменты. Но это неправда. И если вы прочитаете статью, я не буду как бы, все тут рассказывать, вот. И если как бы копнуть и посмотреть фотографии, действительно отличаются какие-то вещи достаточно радикально. Если посмотреть старые фотографии, как раньше красили дома, и не как сейчас в Татарской Слободе, там не все соответствует действительности, не вся реставрация качественная, вот. Но отсылки хорошие как бы все равно есть, чтобы показать людям. Я считаю, что в целом это может существовать. То есть у тебя есть какие-то нужды, чтобы у тебя женщина, например, заходила с одной стороны, чтобы у тебя там, не знаю, ты утром вставал на намаз и никого не будил, там уходил в мечеть, у тебя предусмотрены под эти какие-то определенные вещи. Тебе, например, твой отец рассказывал, что можно красить дом. Собственно, татары красили дом. Об этом есть у Халитова тоже в книге, что они красили дом, например, без штукатурки. То есть они могли как бы на сухую, так сказать, просто на фасад вот они построили и будут поверх красить. То есть это передавалось из поколения в поколение. И такие вещи есть. А расскажи, делаешь ли ты какие-то свои личные проекты на тему Татарстана, на тему татар? Последнее, вот, кстати, я иллюстрировала татарстанский проект. Это книга о природных путешествиях по Татарстану. Называется она «Яшель Китап», и она скоро выйдет. Небольшая реклама такая получилась. Вот. Ее издает издательство «Юлбасма». Достаточно известное, классное издательство, которое выпустило очень много хороших детских книг, прям для маленьких. А эта книга будет для детей постарше, по-моему, с 8 до 12 лет. Я работаю там только иллюстратором, я не верстаю. Вот. И она об эко-маршрутах по Татарстану. Тут, например, есть про Голубое озеро, есть всякие задания, птицы, которые свойственны нашему какому-то краю. Вот. И забавно, что я иллюстрировала эту книгу, находясь далеко от Казани, далеко от своего места родного. Вот, поэтому очень много думала вообще про какую-то рефлексию. Есть личные какие-то порывы делать что-то на тему татарского языка. И у меня есть там пару иллюстраций. Я выложила там с татарским языком. Я купила себе iPad в прошлом году. И чтобы научиться на нем рисовать, на нем достаточно сложно привыкнуть, потому что, тут поймут мне там дизайнеры-иллюстраторы, когда ты рисуешь на обычном вакууме, у тебя как бы, тут
вот этот планшет, ты на нем рисуешь, и у тебя все появляется на компе. А на iPad у тебя все появляется из-под руки, и это как бы традиционно. То есть вот ты рисуешь красками, у тебя из-под руки появляется. И обратно привыкнуть к такому традиционному, что у тебя все появляется из-под руки, достаточно сложно. Поэтому я стала тренироваться, и я просто рисовала какие-то свои заметки. И я помню, что одна из первых иллюстраций была, где мы с моим бойфрендом путешествуем. Он тоже татарин и из Казани. И он тоже говорит на русском языке лучше, чем на татарском. И первые заметки были, вот как мы путешествуем, знаешь, в таком стиле комикса. И я пыталась делать надписи на татарской латинице, совершенно не зная, как это должно быть написано, просто интуитивно. Вот я думаю, у меня бывает такое, что я там могу подумать что-то на татарском. Вот просто я сижу, и там «Бүгін шунды яхшы күн». И я вот начинаю это записывать. Я сказала, если что сегодня хороший день. Вот. И скорее мои личные проекты — это какая-то рефлексия, какие-то вещи, которые я хочу подсветить. Я не так часто вкладываю, но, может быть, стоит что-то чаще публиковать про какие-то личные воспоминания. У меня есть, например, комикс, где мне в школе говорят, что татарский язык не настоящий, что, типа, мои русскоязычные друзья говорят, что «Как это ты говоришь, что ты знаешь два языка? Татарский же не считается, это же не настоящий язык». И ты такой, типа, чё? О, да, это смешно. Вообще, на самом деле, мне кажется, что комиксы на эту тему зайдут очень хорошо, и потому что комикс — это вообще отдельная какая-то вселенная, через которую можно рефлексировать. Я очень люблю комиксы, особенно авторские, и мне кажется, что тебе прям реально стоит попробовать их опубликовать, посмотреть, как пойдет, но мне кажется, что пойдет на ура, потому что это очень интересная штука, и особенно, если она будет на татарском языке. Неважно, каким алфавитом она будет написана, да. Да, и спасибо, что сказал, потому что очень часто не доходят руки до публикации именно своего какого-то присутствия. Очень часто ты работаешь, создаешь какой-то дизайн, иллюстрацию, ты закапываешься, ты потом ее сдаешь и такой, ну пойду отдохну. И не всегда ты находишь именно время на сборку этого проекта, но я попробую почаще выкладывать. Спасибо. Я забыла про свой проект рассказать, самый важный, самый главный, который существует уже очень много лет. С 2020 года я его начала, когда впервые была долго вне Татарстана, 3 месяца. Я уехала на зимовку, и я такая, господи, как я скучаю по Казани. И начала что-то рисовать. И я поняла, что, в общем, есть такое движение. Есть журнал «Нью-Йоркер», и есть такое движение иллюстраторов, художников, людей вообще, которые графически как-то изображают свои мысли. В общем, у этого движения нет названия, но я сейчас тебе объясню. В общем, существуют журналы не настоящие, которые, например, называются похоже как «Нью-Йоркер», например, «Токиотер». То есть люди, которые живут в каких-то городах, по-моему, есть девушка, которая из Самары, и она тоже рисует обложки, как-то он называется по-другому, типа Самарьер, не знаю. Вот. И она прям публикует тоже свои иллюстрации. Я знаю много таких художников, которые рисуют свой Нью-Йоркер, какой-то свой эдишн, свою попытку изобразить жизнь в этом городе, соответствующую какому-то там сезону. И я тоже начала это делать, и у меня есть в Инстаграме достаточно много, и я стараюсь рисовать каждый месяц. Больше у меня выложено на Behance. И, кстати, я думаю, было бы здорово где-нибудь провести выставку с этими накопившимися иллюстрациями за 2-3 года уже. Вот, называется этот проект «Казаньер». Я его назвала тоже похоже на как бы слово «Казань» и «Нью-Йоркер». Придумала несколько вариаций и дала своим друзьям проголосовать, и большинство голосов было за «Казаньер». Вот, и он называется «The Казаньер», и каждый месяц я стараюсь его публиковать. Это какие-то размышления того, что происходит там сейчас в Казани, то, как я чувствую, то, что я обычно делаю, то, что обычно делают люди. То есть это обложки, которые изображают казанскую жизнь или там жизнь Казани в этом месяце. Вот, посмотрите, они вообще все на разную тему. И в ковид выходили такие, типа, сижу дома, смотрю в окно, или там пакет
изображенный на обложке, потому что все, что можно было делать, по-моему, в марте, в апреле, это выходить в магазин за продуктами. И это было каждый раз таким: вау, я пойду посмотрю каждую полочку в Магните. Вот, и у меня была ассоциация такая устойчивая с пакетом. Блин, прикольно. Очень круто, я тоже посмотрю обязательно. Как-то надо, попрощаться. Рахмет, Салбул. Рахмет. Моя бабушка обычно делает так. Ты встаешь уже в дверях, ты уже перешел порог, обнялся. Через порог татары не обнимаются. Как бы вообще не говорить об этом моей бабушке. И уже ты спускаешься по лестнице, и она начинает тебе говорить вот так: «Рахмет кызым келген үшін, рахмет бигзур, сау бол, бақытлы бол, хайырлы юллар». Вот это все перечисление хорошего здоровья, хорошей дороги. Қойт-қой шалтыратмя, әнеге сәлем айт. Да. Вот, так что да, Камила, рахмет сиңа келген үшін. Рахмет сиңа бигзур, бұл подкаст башланған үшін. Хайырлы күннәр. Хайырлы күн. Спасибо вам за прослушивание этого эпизода. Слушайте нас на всех платформах и в Телеграме. И сау болыңыз. Встретимся на следующей неделе.